Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами помощник Канашского межрайонного прокурора Лисицын Алексей Сергеевич. Федеральным законом от 30 октября 2018 года номер 378 ФЗ о внесении изменений в статьи 391 и 407 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации внесены поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, согласно которым пенсионерам полагаются льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Так, от налогообложения освобождены участки в пределах 6 соток. Эти льготы распространяются и на тех граждан, которые после 1 января 2019 года могли бы стать пенсионерами, но не стали ими в связи с повышением пенсионного возраста. Данный федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019 года. 1 апреля 2019 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 1 апреля 2019 года номер 45 ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон о приватизации государственного и муниципального имущества. Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон о приватизации государственного и муниципального имущества, предусматривающие проведение торгов по продаже государственного и муниципального имущества исключительно в электронной форме, независимо от способа приватизации. Федеральным законом предусматривается, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления своими решениями поручают юридическим лицам, указанным в перечне, утвержденном правительством Российской Федерации, организовывать от имени собственников в установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находящегося в собственности как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных образований, также осуществлять функции продавца такого имущества. Данный федеральный закон вступит в силу с 1 июня 2019 года. Здравствуйте, с вами помощник прокурора Бресненского района Яков Александр Геннадьевич. Прокуратурой Бресненского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции деятельности организаций при приеме на работу бывших государственных служащих. Проверочными мероприятиями установлено, что при приеме на работу и Бресненским районным потребительским обществом нарушены требования Федерального закона о противодействии коррупции в части ненаправления сведений о приеме на работу бывшего государственного служащего, а именно секретаря судебного заседания Бресненского района суда Чувашской Республики, по его предыдущему месту работы. В связи с этим прокурором в отношении председателя Совета и Бресненского потребительского общества возбуждено административное дело по статье 19.29 Кодекса административного правонарушения. По результатам рассмотрения административного материала председатель и Бресненского потребительского районного общества привлечен к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации к штрафу в размере 23 тысяч рублей. Постановление суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.